Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие друзья. Опять я с вами, Жанболат Умаров, со своим грозным, негрозным взглядом. Мы поговорим с вами о сосуществовании, его перспективах этого сосуществования между православием и исламом в Российской Федерации. Я начну с такого очень короткого вывода. Да просто не было бы существования без этого сосуществования. Да? И это не каламбур, потому что существование русского государства, российского государства, оно изначально предусматривало вот это сосуществование разных религий, где особую роль, особую объединительную роль и с точки зрения собирания русских земель играло вот это гармоничное сосуществование двух великих мировых религий и цивилизаций – православного христианства и ислама. Надо еще сказать вот о чем. Интересная штука. Если вы хотите ответить на этот вопрос как просто обыватель для себя, для этого вам нужно, может быть, 10, может быть, 15 минут прогулки по Москве. И посмотрите, как называются улицы. Я имею в виду помимо русских, православных и других названий, сколько улиц мусульманских можно найти в Москве. Да, одна из самых центральных – Арбат. Аррабат – это арабское слово. Татарские улицы, ордынки, да, и многие-многие другие. Посмотрите, какие у нас были научные школы. Например, я как востоковед вам скажу, что самые лучшие школы мирового востоковедения, которые изучали арабский мир, тюркский мир, которые изучали мусульманскую Азию и Африку, это вот наша с вами и московская, и питерская школы, где в свое время стажировался ваш покорный слуга. И скажу вам, я горжусь тем, что благодаря сосуществованию в нашей науке, в нашем востоковедении таких знаний, которые были получены нашими русскими, российскими, советскими учеными, на эти знания равняется весь мир. Мы с вами должны понимать, что вот эти эпизоды и эпизодики из нашей истории, они вытканы не случайно. Ведь не случайно в свое время, отправляясь в Александровскую слободу, великий русский царь, который... В нем сосуществуют два образа. Один образ мучителя, тот западный, а второй образ, который мил нашей с вами российской душе, это образ собирателя земель русских. Так вот, собиратель земель русских, который еще вчера захватил, так сказать, и присоединил Казань, присоединилась Большая Кабарда, да? И этот человек, посмотрите, какое было доверие к нерусскому. Симеон Бекбулатович, который тогда восседал в Москве, это было доверенное лицо царя, сын Касимского хана. Такое ханство буферное было создано. Так вот, о чем мы говорим? Разве могли плохо или немирно сосуществовать православие и ислам? Русские и нерусские. Именно православие и ислам в своем мирном и в своем державном, я бы сказал, сосуществовании и породили такое великое государство, как Российская империя, и в итоге наша с вами Российская Федерация. Когда даже рассуждают о вражде христианского и мусульманского миров, я очень прошу вас не путать походы по призыву папы Урбана II в 1096 году, вот эти священные крестовые походы на Иерусалим совершали не православные христиане, их совершали другие христиане, их совершали католики. И русское православие к этому страшному кровопролитию не имеет никакого отношения. Посмотрите, как мы гармоничны. Посмотрите, как мы, пользуясь великим русским языком, очень доходчиво доносим друг до друга зерна, самые богатые, самые питательные зерна наших культур, и как мы ими питаемся. Как мы с вами, наслаждаясь литературой, искусством, какими-то духовными книгами из наших религий, понимая общность
монотеизма, потому что и православие, и христианство, и иудаизм, кстати, это монотеистические религии, как мы обогащаем и дополняем друг друга, читая великолепные произведения, духовные в том числе, потому что Достоевский – это духовный писатель, читая Карамзина, читая Ключевского, читая Соловьева, Ильина, многих-многих других авторов, я, как мусульманин, мирно и очень гармонично сосуществующий с знаниями о христианской религии, с знаниями о русской культуре и искусстве, как я прекрасно себя чувствую, имея возможность познавать традиции и великое научное и культурное наследие великого русского народа. Для этого мы с вами сегодня общаемся, в том числе здесь, в Грозном взгляде.